В процессе обучения детей крымско-татарскому языку использую игру с элементами соревнования. Более 6 лет преподавательского стажа и объективный взгляд на проблему. Участница языковой конференции «Учитель первой категории» Алимия Мусаева с уверенностью утверждает, проблема не в учителях. На родном языке нужно говорить в семьях. Еще в утробе, еще не родившийся малыш уже слышит и инстинктивно запоминает родную речь. В своем докладе Алимия Мусаева осветила свой преподавательский опыт. 2 года назад она работала в сельской школе с русским языком обучения. Там крымско-татарскому отводился всего лишь час, и проходил он неурочно. Но, к сожалению, проблема скрывалась не в этом. Дети сами не хотели изучать и прилагать усилия. Сейчас она работает в 44-й школе имени Алими Абденановой. Здесь инициатива исходит не только от учебного заведения, но и от родителей учащихся. Помощь всесторонняя. Вместо 1 часа выделяется 2 часа на язык и 2 часа на литературу. Многие дети в семье разговаривают на родном. У учителей есть возможность интересно проводить урок, все чаще организовывать все различные языковые конкурсы. Наш язык – это мы сами, говорит кандидат филологических наук Идия Меметова. Народ должен сам себя уважать. Только воспитывая в своих детях уважение к родному языку, культуре, предкам, можно добиться успеха. Нет необходимости вставлять в свою речь заимствованные слова. Наш язык богат на диалекты. Сейчас у нас среднее положение, самое что ни на есть опасное. В любой момент можно оказаться на грани исчезновения или же возродить его. Поэтому самое главное – сохранить национальную идентичность, сущность. А это в первую очередь работа, миссия родителей. Наш язык настолько уникален, что нас могут запросто понимать как тюрки, азербайджанцы, носители агузской подгруппы языков, так и казаки и киргизы, чьи языки входят в кипчакскую языковую подгруппу. Для тех, кто владеет крымско-татарским языком, открыт огромный тюркский мир. Именно эту идею преследовал просветитель Исмаил Гаспринский. Может быть, мы предложим нашему руководству Крыма какие-то новые идеи, новые пути решения, как сохранить крымско-татарский язык, историю и культуру. Сейчас крымские ученые и преподаватели занимаются научными исследованиями, чтобы возродить языковое и культурное богатство своего народа. Профессор Исмаил Керимов уже нашел более 100 постановок и продолжает восстанавливать утерянные пьесы. В своем докладе он объявил, что найдены рукописи крымско-татарского поэта и драматурга Усейна Шамиля Тохтаргазы. 2-томник уже подготовили к изданию. Наджей Сайвар, Арсен Фукала, телеканал Миллет.